вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа в России. Время возможностей» пройдет по всей стране в единый день, 18 апреля, в эту пятницу. В Якутии в этот день ярмарка пройдет не только в столице, но и во всех улусных районных центрах. Свыше 300 ведущих компаний и организаций представят более 5000 вакансий. Организаторы ярмарки надеются увидеть среди ее участников не только безработных соискателей, но и студентов, выпускников, старшеклассников и даже их родителей. Впрочем, и работающие люди смогут присмотреть варианты для смены деятельности или для перехода на более высокооплачиваемую работу. В деталях о Всероссийской ярмарке вакансий поговорим с председателем Государственного комитета занятости населения Республики Саха-Якутия Светланой Горюшинской. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Валентиновна, ну, давайте начнем, наверное, с ситуации на рынке труда Якутии в целом. У нас с вами не так давно была программа, и я, насколько помню, спрос на специалистов, особенно в рабочих специальностях, очень сильно превышает предложение. Да, это так или... Вообще, если говорить в целом про ситуацию на рынке труда в нашей республике, то можно сказать о стабильной ситуации. Уровень общей безработицы в республике у нас остается на отметке 5%. И за первый квартал в службу занятости у нас обратилось порядка 2800 человек. При этом нашей службой, нашими центрами уже более 1000 было трудоустроено в различные компании, включая промышленность в том числе. Да. Если говорить о вакансиях, которые предоставляют наши компании на электронную цифровую платформу, то сейчас их порядка 9000 размещено. И безусловное преобладание все равно остается за рабочими профессиями. В цифрах это где-то 60%, то есть если мы говорим 9000, это в целом, то порядка 5000 приходится именно на рабочие профессии. Рабочие профессии, конечно, превалируют в промышленности. Это и машинисты бульдозера, машинисты специальной техники, водители различных категорий, экскаваторщики, горнорабочие, бульдозеристы, безусловно, да. Можно говорить и о сельском хозяйстве, там тоже требуются и механизаторы, трактористы. То есть, в принципе, сейчас тренд, да, на развитие каждого человека в рабочих профессиях. Это вот об этом можно говорить, и любой человек действительно может достичь больших успехов. При этом в рабочих профессиях также можно получать достаточно достойную заработную плату. Особенно в промышленных компаниях, я думаю. Конечно. Это ведь за счет них у нас средняя зарплата по республике высокая получается в общей сложности, да, как средняя температура по больнице выводится. Да, если говорить в среднем по температуре по больницам, действительно это так. Уровень заработной платы в промышленных компаниях остается высоким. И тем не менее, вот когда мы говорим про разницу спроса и предложения, сейчас напряженность на рынке труда, ну если простым языком сказать, что у нас на 10 вакансий, предоставленных работодателями, всего 4 соискателя. То есть вот этот дефицит кадровый, он налицо, что рабочей силы не хватает. И, естественно, наши работодатели уже конкурируют на рынке труда для того, чтобы привлечь к себе квалифицированного работника. Необходимо создать условия, необходимо предложить достойную заработную плату. Поэтому наши работники, наши специалисты вообще, в принципе, могут найти себе место по душе вполне легко. А 5% это, в принципе, небольшой уровень безработицы, да? Если говорить в целом по стране, то да, это невысокий уровень, и он у нас идет на спад ежегодно. Это для республики рекордно низкий показатель. Но при этом среди регионов Дальнего Востока пока республика все равно, нам есть куда расти, и у нас есть люди, которые на сегодняшний день ищут работу, поэтому сложно сказать, что это уже критический минимум. Нет, конечно, все-таки уровень мы проводим различные мероприятия для того, чтобы этот уровень у нас и далее снижался.
Мгм. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить вопрос текстом в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Светлана Валентиновна, а вот 8 тысяч примерно вакансий, вы сказали, по республике? 9. 9 тысяч даже. Тем не менее, на ярмарке будет представлено порядка 5 тысяч. Что, это значит, что те вакансии, которые будут представлены на ярмарке, это значит, сами работодатели туда придут прямо ногами, да? Вот я не очень понимаю, почему бы все 9 тысяч вакансий не представить. Ярмарка, вообще формат проведения ярмарки трудоустройства, он предусматривает, так скажем, открытый диалог соискателя и работодателя. То есть очную встречу. Да, именно, очная встреча. И именно в рамках ярмарки трудоустройства каждый человек может поговорить, во-первых, да, с работодателем, заявить о своих намерениях, и при этом работодатель сразу же с ним на месте может обсудить те условия, компетенции, которые им необходимы. На ярмарке вакансий можно оставить свое резюме, получить приглашение на собеседование дальнейшее, ну и даже трудоустроиться. Прямо там на месте? Прямо там на месте. Угу. Но ярмарки вакансий, то есть получается, что все-таки этот формат все еще востребован и конкурентоспособен, да? Безусловно. И этот вопрос возникает достаточно часто, потому что мы знаем, что уже много лет, наверное, вот как служба занятости у нас зародилась, вот такой вот очный формат, он имеет место быть. И мы не меняем даже наименование. Да? Единственное, что иногда мы говорим, это ярмарка вакансий, иногда мы ее называем ярмаркой трудоустройства. Но вот, наверное, скажу лично свое мнение, мне больше нравится ярмарка трудоустройства, потому что все-таки она как бы подразумевает уже конечный результат. Вот. Поэтому очный диалог обязательно должен быть, поскольку различные другие форматы, которые мы, безусловно, их используем и приглашаем и граждан, да, рассказывая про вакансии. Безусловно, идут консультации регулярные на местах. В каждом районе у нас присутствуют центры наши кадровые. Да? Но при этом, когда вот с глазу на глаз работодатель общается с тем или иным кандидатом на должность, безусловно, он открывает те компетенции определенные, да, или даже сейчас, как говорят, и софт-скиллы в том числе, которые ему необходимы и ищут вот того самого нужного человека. И при этом, если говорить со стороны человека, то он также на месте, так как в этом формате работодатель все равно предоставляет более широкую информацию о себе, да, работодатели у нас на ярмарках всегда присутствуют у них и проспекты какие-то, да, и полностью условия, начиная от заработной платы, заканчивая, например, местом проживания, если это вахтовый метод работы, то, естественно, сделать выбор в этом плане обоим сторонам гораздо легче. Ну, ярмарки вы довольно часто проводите. Не только вы, но вообще все центры занятости региона обычно задействованы в ярмарках вакансий. А вот всероссийская ярмарка, да, она, в чем ее особенность, чем она отличается? Ну, помимо того, что она в один день по всей стране проходит. Да, ярмарки вакансий у нас, конечно, в плановом режиме, и они очень часто бывают по категориям населения, да, потому что все-таки иногда бывает, что нужен подход к определенной категории, да, населения. Например, если это гражданин с ограниченными возможностями, то работодатели предлагают определенные рабочие места, да, которые предусмотрены для них, которые оснащены определенными, значит, ну, чтобы возможность комфортно была работать. Главное отличие ярмарки всероссийской это в первую очередь масштабность. То есть, да, это в один день, это не только в нашем регионе, но и по всей России. И, безусловно, вот такое количество работодателей, предлагающих возможности для людей, ну, мы, безусловно, собираем именно в этот день. Плюс ко всему, всероссийская ярмарка отличается тем, что помимо вакансий мы предлагаем возможность попробовать профессии, то есть это проведение мастер-классов от работодателей, от образовательных учреждений. Мы приглашаем на всероссийскую ярмарку не только
трудоспособных граждан, но приглашаем и школьников, приглашаем студентов, выпускников, которые, посмотрев как бы, да, на рабочие места, на то, что востребовано сейчас на рынке труда, могут определиться, например, со своим жизненным выбором. С профессией, учебным заведением. Да, безусловно, это так. Ну вот, кстати, про мастер-классы. Я когда смотрела программу ярмарки, меня удивил там мастер-класс по монгольскому танцу. Как это вяжется с ярмаркой вакансий, как это попало? Но на самом деле у нас ведь различные отрасли. И на ярмарке трудоустройства представлен весь широкий спектр направления деятельности, направления развития и карьерных траекторий в любом направлении. И танцевальная составляющая — это же артист. Артисты театра. И как раз-таки, я так думаю, сейчас вот не могу точно сказать, но, скорее всего, это образовательное учреждение, которое приглашает к себе студентов. И в рамках такого профориентационной истории, что артист танца, ну, почему бы не монгольский? Региональный этап ярмарки уже будет проходить в 3-й раз, получается, в этой всероссийской ярмарке. Чем запомнились предыдущие мероприятия и что нового в этом году? Увеличивается ли количество участников, увеличивается ли количество работодателей? Какой-то мониторинг вы проводите же наверняка по итогам, да? Да, конечно. Конечно, мониторинг мы проводим. И получается 3-й год, и эта ярмарка приобретает действительно своего рода такую окраску, очень яркую, и она становится центром притяжения для не только, вот как я говорю, людей, ищущих работу, но и те, кто, возможно, хотел бы, например, сменить работу, да, или подобрать для себя определенные более комфортные условия работы. Если говорить о предыдущих этапах, то в прошлом году у нас, ну, если говорить про работодателей, то примерно они одни и те же. В основном это крупные промышленные предприятия, это Алроса, это Алмаза, Набара, да, это компания ЕТЭК, это транспортная компания «Железные дороги Якутии», это наши медики, они тоже всегда представлены большим количеством центральных районных больниц, включая районные больницы, да, вот. И уникальность, наверное, этой ярмарки, ну, в большей части мы набираем обороты по числу все-таки привлечения людей. Мы, во-первых, повышаем и информирование, да, и о том, что все-таки возможность у людей открывается вот через мастер-классы. Вот в этом году, например, у нас порядка 45 мастер-классов будет проходить вот на территории. Это вы про Якутск говорим, да. Про музей «Россия. Страна возможностей», да? Ой, «Россия. Моя история», где будет... Да, на этой большой площадке? Да, в прошлом году мы проводили мероприятие в квартале труда. У нас посетило ярмарку в прошлом году порядка 5000 человек. И уже вот по итогам ярмарки мы видели, что ну, порядка 1500 уже на месте получили приглашение на собеседование. Частью трудоустройства мы точно можем сказать, что порядка 500 человек трудоустроились из незанятых граждан. Есть люди, которые сменили работу на более высокооплачиваемую. То есть вот эти вот карьерные треки, они точно сложились. Вот. К сожалению, у нас нету мониторинга, например, по студентам и школьникам. Все-таки выбрали ли они ту профессию, которая им больше понравилась исключительно в рамках ярмарки или нет, здесь пока сказать сложно. Но я думаю, что вот тот социальный эффект, который мы стараемся вложить, он обязательно, ну, безусловно, есть. Но с мастер-классами от учебных заведений более-менее понятно. Монгольский круговой танец, там внутримышечные инъекции, там что-то такое. А вот от работодателей какие там мастер-классы?
Что-то там такое интересное? У нас на ярмарке представлен достаточно большой перечень работодателей из силовых структур, например, да. И, ну, я не буду говорить про разборку оружия, да, но всегда у нас присутствуют кинологи. У нас мастер-классы с собаками — это вот такое зрелищное мероприятие, которое заинтересовывает школьников, такая своего рода романтика. При этом можно почувствовать себя криминалистом, да, когда прямо на месте можно вот снять отпечатки пальцев, все это попробовать. Вот. Было даже такое, то, что наши медики принесли, вот прям у них есть возможность принимать роды в моменте, ну, как сказать-то, у них есть специальный... Специальный манекен? Специальный манекен, да, и можно прямо почувствовать себя врачом. Безусловно, индустрия гостеприимства тоже всегда проводит мастер-классы, как все-таки у нас работают те же официанты, например. Это же на самом деле тоже целое искусство. Вот, поэтому интересного будет очень много. Ну, вот те же промышленные компании, которые конкурируют между собой за работников, они же должны как-то помимо буклетов тоже чем-то привлекать. Привлекать именно на ярмарке, да, вы имеете да, в виду? Да. Но, вы знаете, они привлекают условиями, во-первых. Во-вторых, если мы говорим про мастер-классы, ну, ПАО и ТЭК, например, они приготовили свою презентацию. Но если я сейчас буду раскрывать все секреты, которые приготовили работодатели, то интереса у наших граждан уже будет немножко меньше для того, чтобы посетить. Я думаю, что мы всех ждем в музее «Россия. Моя история», и все воочию это увидят. Я знаю, что там тоже предусмотрен отдельный трек для трудоустройства участников спецоперации и даже членов их семей, если я не ошибаюсь. Вот там какие-то отдельные возможности для них ярмарка открывает? Ну, в целом, конечно, у нас есть приоритизация в том плане, что участники специальной военной операции, ну, в приоритетном порядке мы оказываем содействие в трудоустройстве. То, что касается ярмарки, мы совместно с Государственным фондом подготовили отдельную консультационную площадку, в рамках которой они смогут, ну, то, что, во-первых, ответить на неинтересующие вопросы, потому что все-таки, к сожалению, есть определенные проблемные моменты, да, при трудоустройстве. У некоторых участников на сегодняшний день уже имеется инвалидность, но при этом нашими работодателями предусмотрены рабочие места, на которых им будет работать достаточно комфортно. Поэтому вот совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества», я думаю, мы им поможем сориентироваться в изобилии работодателей и все-таки найти то самое рабочее место, которое будет подходящим именно для них. Ну, в Якутске, значит, ярмарка пройдет в музее «Россия. Моя история», а жители районов, они идут в центры занятости, да, или... В каждом районе будет проходить ярмарка трудоустройства. В основном это будет, да, действительно на базе центров занятости наших, но некоторая часть пройдет либо в администрации района, либо в учреждениях культуры. Где-то это будут библиотеки, где-то культурные центры. Это можно увидеть в нашей программе, которая размещена у нас на официальном сайте. Также она, ну, может, уже появилась или появится вот буквально сегодня в наших социальных сетях, в телеграм-канале, поэтому можно будет легко найти. Ну и там будут вакансии в этом районе. Правильно я понимаю? Да, но у нас есть такая практика, и формат ярмарки трудоустройства очный, это понятно, но при этом мы проводим еще и открытые отборы. Вот если говорить про город Якутск, да, у нас будет подключаться компании промышленные, которые будут уже на месте, там в онлайн-формате проводить открытый отбор. В онлайн-формате открытый отбор на вакансии. Да. Вот прям по ВКС, да, человек придет точно в музей «Россия. Моя история» и сможет, ну, например, вот Колмар, да, он находится в Нерюнгринском районе, но при этом будет возможность проговорить это в онлайн-формате. Динамика какая-то есть по количеству участников положительная?
Ну, мы только третий раз. Да, по сравнению с первым участников стало, конечно, больше. Вот то, что касается этого года, работодатели, оно примерно варьируется также. Да, вот у нас 100 работодателей будет представлено в городе Якутске в музее «Россия. Моя история». И всего более 300 работодателей по районам. Вот. А по численности людей мы скажем уже после мероприятия. Но очень надеемся, что их будет все-таки больше. А средний возраст соискателей какой примерно? Вы знаете, к нам все больше обращаются люди, ну, школьники, это понятно, выпускники очень интересуются, да, в теми вакансиями, которые предоставляются сейчас, имеются на рынке труда, да, что же сейчас востребовано. Но большую часть все-таки занимают люди где-то порядка, 30-40 лет примерно. Ну, в активном, в активном возрасте. Да, в активном возрасте. И хотела бы сказать, то, что вот у нас есть и национальный проект, да, сейчас активное долголетие, все-таки вот граждане предпенсионного возраста и пенсионеры также посещают мероприятия, и некоторые даже в процессе хотят не то, что устроиться там, в соответствии со своим опытом уже прожитых лет, но и поменять работу, пройти профессиональное обучение, дополнительное образование и полностью сменить ту сферу деятельности, которая была ранее. Есть такие случаи, да, когда действительно они устраиваются, переучиваются? Да. Работодатели берут? Вы знаете, тот вот кадровый дефицит, который сейчас все-таки складывается, и нам же, работодателям, все-таки очень важен опыт работы. И поэтому говорить сейчас о том, что пенсионный, например, возраст, да, или предпенсионный возраст является неким барьером, как было раньше, все-таки этот стереотип уже потихоньку стирается, и мы эти границы перестаем уже видеть. Поэтому, да, возможность есть действительно у всех. И самое, наверное, важное здесь, что вот та государственная политика, которая ведется, да, в том числе на федеральном уровне и в нашем регионе, она говорит о том, что образование и получить какие-то навыки профессиональные можно в течение всей жизни, начиная от школы, проект «Моя первая профессия», да, у Министерства образования. Любой человек, работающий, имеющий специальность, может полностью переквалифицироваться и занять любую позицию, да, на рынке труда. И точно так же и наше взрослое население. А вот что с соискателями? Некоторое время назад было модно говорить о том, что у нас очень много юристов и экономистов, перебор, и вот именно они не могут никак работу себе найти. Сейчас тенденция сохраняется? Или? Вы знаете, сейчас на самом деле очень усилена работа по профориентации. Потому что вот все-таки профориентационная составляющая, она как превентивная мера дает возможность человеку сделать правильный выбор. Во-первых. И все-таки наши школьники, да, сейчас, вот вы знаете, создаются профильные классы в школах, да, и они уже готовы к тому, что они выбирают профессию, четко понимая, что они будут этим заниматься. Мероприятия по профориентации, они охватывает очень большой спектр. Сейчас очень сильно развивается организация профессиональных туров конкретно на предприятии, чтобы вот человек уже, он же визуально, да, воспринимает, и вот это вот потрогать, погрузиться в профессию, да, посмотреть, что это за организация и какие профессии есть вообще в принципе. Потому что, например, если когда мы говорим про IT-сферу, вот буквально сегодня у нас прошло очередное совещание межведомственной комиссии по профориентационной работе. Вот в IT-сфере, например, практически ежегодно появляются новые профессии. И при этом наше Министерство инноваций ведет очень серьезную работу по погружению школьников, и руководство этого министерства лично, вот Василий Васильевич ходит в школы, проводит лекции, говоря о том, что же все-таки такое, во-первых, креативная экономика, и, во-вторых, какие же возможности наша республика дает для развития каждого человека в отдельности. Ну, в рамках ярмарки ведь тоже профтуры запланированы, да? Вот насколько такой формат вообще привлекает, и куда можно будет с экскурсией
в этом году отправиться? Вот здесь конкретно могу сказать про повышение численности таких профессиональных туров, а именно из-за того, что они очень востребованы. На сегодняшний день у нас уже заявлено более 80 профессиональных туров, абсолютно различные организации, также начиная от медиков, школ, да, и заканчивая промышленными предприятиями. Сельское хозяйство нельзя упустить, потому что это же все-таки тоже целое направление, которое испытывает на сегодняшний день дефицит. Требуются и агрономы, требуются и ветеринарные врачи, да. Вот. И профессиональный тур, он предусматривает под собой что? То есть набирается группа заинтересованных людей. Ну, в основном это, конечно, школьники, но тем не менее мы сейчас выходим все-таки за рамки школы, и даже для трудоспособного населения вот такого рода экскурсии проводятся. Вот. И группа людей привозят на предприятие, показывают полностью, из чего оно состоит, кто же там работает, как эта работа строится. И после этого все-таки действительно осознанный выбор, он здесь очевиден. Вот. И так как все-таки вот эти вот профессиональных экскурсий у нас становится все больше, школьники могут посмотреть абсолютно разные отрасли. Абсолютно разные направления. И здесь еще такой момент, что на месте есть еще такой термин, как профессиональная проба, да, то есть вот попробовать себя в роли конкретного работника, это тоже набирает обороты и становится все более актуальным. Как правильно подготовиться к походу на ярмарку? Надо просто прийти или нужно резюме с собой уже взять? Или если вы сказали, что там можно устроиться на месте, то надо сразу и паспорт, и СНИЛС, и диплом приготовить? Ну, трудовую книжку. Конечно, резюме приветствуется. Если человек пришел подготовленным, это очень хорошо. Но мы подготовили консультационные площадки, где работники нашего Якутского кадрового центра с удовольствием помогут составить резюме. Даже будет мастер-классы, как все-таки презентовать себя, например, перед работодателем. Да? И здесь как бы проблем нет. То есть можно, в принципе, прийти просто проходя мимо. Да? Но при этом, если есть определенная цель, конечно, паспорт с собой лучше взять. А были ли какие-нибудь необычные вакансии на ярмарках? Вот какая самая необычная была вакансия? Необычная вакансия? Ну, вы знаете, очень сложно, наверное, сказать, потому что по большей степени все-таки это у нас врачи различных, да, направлений. Есть у нас мастер по... Алроса представила компанию, мастер по неразрушающих объектов, да, вот сейчас точно не сформулирую, да, как называется. Вот. В общем, суть этой профессии в чем? В том, что специалист, вот этот мастер, должен, не разбирая объект или часть, например, какого-то объекта, он должен дать экспертную оценку, то, что этот объект соответствует, и его можно эксплуатировать. Да, там применяются определенные технологии, да, определенные инструменты даются. И вот как рентгеном этот эксперт должен, например, вот если мы возьмем, допустим, рельсы, да, то есть обсмотреть эти рельсы с определенным прибором и сказать, что да, они готовы к эксплуатации и можно запускать вагоны. Ну вот как-то так. А такие хитрости не применяют? Но сейчас же очень популярны такие необычные вакансии, типа протаптыватель тропинок, там что-то дорожек, что привлекает внимание на самом деле вот, к базе каких-то других уже вакансий. То есть человек смотрит, переворачиватель пингвина, смотритель острова, да, а потом зацепляется, начинает. Вы знаете, очень интересная идея. На самом деле мы не использовали такие подходы и механизмы, да, возможно, как такая составляющая. Надо попробовать. Это я вам как маркетолог уже просто идеи накидываю. А вот соискатель, пришел он на ярмарку, да, ему как, всех обойти по порядку или целенаправленно куда-то подходить? Вот как себя там... Ну, на самом деле, да, вот если бы лично я пришла на ярмарку, независимо от того, работаю я на сегодняшний день или нет, я бы, конечно, прошла всех.
потому что, и опять же, независимо от той профессии, которую я на сегодняшний день имею. Потому что в любом случае это интересно, во-первых, да, плюс ко всему, у нас всегда можно рассказать об этом соседу, что, оказывается, есть вакансии и на каких-то предприятиях, о которых мы иногда даже и не слышали, да, вот. Но при этом, если есть определенная цель, и человек, например, хочет пообщаться с конкретным работодателем, здесь как бы не возбраняется. Но времени для того, чтобы полностью охватить все и посмотреть все, будет достаточно, потому что ярмарка у нас будет работать с 10 утра, с 10 утра у нас будет официальное открытие, и потом до 3 часов работодатели будут на местах, будут готовы принять, выслушать и предоставить те вакантные места, которые у них имеются на сегодняшний день. И вот такой еще вопрос. Если в каждом районе представлены вакансии из этого района, понятно, что в каких-то районах вакансий там меньше, да? Ну, не знаю, на севере, например, да? Почему бы не предоставлять там вакансии из других районов или из Якутска? Предоставлять вакансии это возможно. Почему? Потому что мы же говорим о том, что да, будут представлены работодатели, которые в очном формате будут беседовать, да, и они принимают участие непосредственно на ярмарке в день трудоустройства. Но при этом там же сидят кадровые консультанты и карьерные консультанты наших кадровых центров, находящихся на территории, у которых есть вся база. Да, вся база вакансий. Наша база вакансий ведется на единой цифровой платформе. Она федеральная, которая называется «Работа в России». И, безусловно, если он подходит и говорит, что вот у меня такие компетенции, что бы вы могли мне предложить, ему предложат те рабочие места, которые у нас есть в базе данных. А как привлечь кадры вот в Арктику? Как-то этот вопрос отдельно решается? Механизмы на сегодняшний день есть. Это и земский доктор, допустим, да, это и земский учитель. В сельском хозяйстве, например, у них тоже есть ряд мер для молодых специалистов, да, которым ведется, допустим, доплата к заработной плате в течение определенного периода, выплачивается для того, чтобы они закрепились на местах, работали там. Вот. Но, тем не менее, сказать, что нет проблемы, мы не можем, потому что все-таки там недостаток человеческого ресурса действительно чувствуется. И, к сожалению, ребята, которые уезжают учиться и в город Якутск, да, все-таки проблема в том, что они не возвращаются, она на сегодняшний день стоит. И правительством на сегодняшний день мы думаем над теми механизмами все-таки по закреплению, которые должны привлечь наших ребят, в том числе в арктическую зону. На самом деле мы сейчас начали очень серьезную работу с студентами центральных вузов, то есть с теми детьми, которые у нас поступили туда, не только с целевиками, да, с которыми, понятно, заключаются целевые договоры, мы их, они должны отработать, да, на тех предприятиях, с которыми заключили эти соглашения, но и с теми, которые просто уехали учиться, поступили, и мы сейчас наладили связь. Вот я всегда говорю, да, что все-таки наша Родина, да, Якутия, она славится патриотизмом и вот такой сплоченностью наших людей. И у нас практически в каждом крупном городе, где есть крупные федеральные вузы, есть землячество наших студентов. Обязательно. Вот. Так вот сейчас сейчас мы вышли на связь со всеми землячествами. Мы проводим с ними работу по привлечению наших ребят. Мы каким образом мы делаем? Безусловно, мы показываем им то, что в нашей республике есть возможности. В нашей республике есть для них рабочие места с достойной заработной платой, где они в полной мере могут себя реализовать. И наши работодатели, они предлагают в том числе и прохождение практики, прохождение стажировок здесь непосредственно на местах. Поэтому я думаю, что все-таки мы сможем
показать, что они востребованы у себя на родине и смогут вернуться и начать свою карьеру очень достойно. А вообще молодежь испытывает трудности с трудоустройством? Ну вот вы сказали, что средний возраст обычно там от 30 до 40 лет, да, а где выпускники? Они все через интернет работу ищут, или они работать не хотят, или что с ними происходит? Или они сразу устраиваются? Вы знаете, проблема занятости молодежи, она тоже имеет место быть. И если вот я говорила, что 5% у нас в среднем, да, по безработице на сегодняшний день в республике, то молодежная безработица, она остается на уровне 9,5%. И здесь, к сожалению, вот тот фактор фриланса, он тоже имеет место быть, потому что все-таки наши молодые люди, они более продвинутые, они знают, как зарабатывать и через интернет, да, очень часто, начиная со студенческой скамьи, подрабатывают курьерами, где тоже, в принципе, есть заработок, да, и мы можем их потерять из виду. Вот. Для этого у нас в прошлом году создался молодежный кадровый центр, который ведет мониторинг трудоустройства выпускников. Мы очень плотно работаем с Министерством образования, с Центром опережающей профессиональной подготовки, для того, чтобы каждого выпускника все-таки, да, который получил ту или иную специальность, дать возможность трудоустроиться именно по той выбранной им специальности, в которой он начал свое обучение. Вот. И это трудоустройство сейчас, в принципе, идет достаточно неплохо. Кадровый центр у нас начал работу буквально в прошлом году, в конце октября, но уже более 100 человек мы трудоустроили. Ну и все, последний вопрос. Как зарегистрироваться для участия? Это прийти туда и зарегистрироваться, да? Или заранее через сайт можно подать заявку? Нет, дополнительной регистрации у нас нет. У нас совершенно свободный вход. Мы ждем абсолютно каждого, и регистрации не требуется как на месте, то есть человек приходит и просто исследует тот рынок труда, который представлен будет на нашей ярмарке. То есть паспорт взять желательно, но проверять его никто не будет? Никто не будет. Ну, спасибо вам за интересный разговор. А всем, кто ищет работу, не пропустить важное событие, региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа в России. Время возможностей». На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.